В связи с поступившей информацией от оперативно-диспетчерского управления Юга России, поставка электроэнергии в Республику Абхазия с 26 по 31 января не может осуществляться в полном объеме по техническим причинам. Проблемы эти обусловлены ростом потребления Юга России, плановым ремонтом 4-го блока Ростовской АЭС и аварийными ремонтами генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме. Из согласованной мощности 300-340 мегаватт предоставляется не более 240 мегаватт, и дефицит мощности составляет около 100 мегаватт и покрывается за счет верных отключений в восточной части Абхазии. Верные отключения имеют место только в западной части Абхазии. В восточную часть электроэнергия подается постоянно, не считая аварийных случаев. Будут ли продолжаться верные отключения после 31 января, пока неизвестно. Свет отключают в середине рабочего дня. Это приводит к тому, что многие предприятия, особенно офисы, вместо 8 часов в день могут работать только 5. Те, кто смог обзавестись дизельным генератором, работают. Остальные вынуждены отсиживать по 3 часа каждый день в холоде и ожидании, когда дадут свет. Ситуацию прокомментировал экономист Ахра Ристава. Он считает ее печальным итогом действий нынешнего руководства Абхазии. Верное отключение электроэнергии и параллельное отключение водоснабжения – это яркое свидетельство провальной политики Кабинета министров. Очевидно, что борьба с майнингом тех результатов и тех параметров, который требовал глава государства, не достигнут, и он ориентировался тогда, если вы помните, на 2019 год с учетом роста в 5%. Этого всего нет. Страна не может в итоге себе позволить нормальное электроснабжение, и у страны, к сожалению, нет ресурсов на содержание и модернизацию энергетической отрасли. Я повторюсь, но я скажу, все это печальный итог деятельности власти за эти 4 года. Между тем, с 1 января этого года значительно выросли тарифы на оплату электроэнергии. Для физических лиц тариф увеличился почти на 100% и составляет 1 рубль 80 копеек за киловатт-час. Для юридических лиц и предпринимателей 2 рубля 60 копеек. Тариф для майнеров составляет 4 рубля. При этом постоянно растут долги потребителей электроэнергии. С 2014 года этот долг составил более 5 миллиардов рублей. Чуть более 500 миллионов рублей – это долги предпринимателей и 4,5 миллиардов рублей – долги населения. Сколько платят и каковы долги майнеров, которые потребляют значительную часть электроэнергии, неизвестно. Ахра Ристава заявил, что тарифная политика правительства провалилась. Тарифная политика правительства однозначно провалилась. Процент собираемости упал с 56 до 35% в прошлом году. Из этого выводов сделано не было. Естественно, все об этом предупреждали, что будут проблемы. Кабинет министров не принимает решения, основываясь на реальном положении дел в экономике. Дело в том, что вы не можете влиять на одну отрасль экономики, не принимая решения по другим отраслям экономики. Руководитель Черноморэнерго давал интервью и тоже обратил внимание, что тарифы на 2024 год лучше не трогать. И он абсолютно прав. Вместо того, чтобы решать вопросы в целом по экономике и не трогать, далее тарифы заморозить хотя бы на 1 год, посмотреть ситуацию, поддержать руководство Черноморэнерго, мы получили очередной рост тарифов.